Селям алейкум. Это проект «Меркес», и мы снова обсуждаем важные и актуальные для крымских татар темы. Сентябрь не стал для нас четвертым месяцем лета, а был наполнен событиями, давшими повод для разных дискуссий. С одной стороны, мы опять задались вопросами образца 2014 года, а с другой опять столкнулись с несинхронизируемыми эмоциями травмы и победы. Сегодня мы будем говорить о текущей крымско-татарской повестке. Дорогие мои собеседники, у меня для вас есть маленький сюрприз. Сюрприз в виде небольшого эксперимента. Я предлагаю начать наш с вами разговор с такой вот визуализацией. Представьте, что я вам сейчас прочитаю дайджест крымско-татарских новостей. Предложу подборку этих новостей, но вы оцените, насколько она соответствует той реальности, в которой мы находимся. Итак, дайджест крымско-татарских новостей. Вести со свадебных полей. Крымско-татарские сводки пандемии. Офшоры Зеленского и спикериада в Украине. Новый состав Думы и умное голосование. Депортация 2.0. Ложь или правда. Новости о судебных процессах. Дело Джиляла и братьев Ахтемовых. Джемиль Бей, как бы выглядел ваш список новостей? Ну, из этого списка, это, наверное, в силу моей профессиональной деятельности, я бы сказал, что для меня важно, актуальное. Это вот фейковое письмо, это дело Наримана Джиляла, ну и вот все эти судебные процессы. Но все-таки я, наверное, слишком субъективно это оцениваю, потому что в силу своей профессиональной деятельности. Вот это для меня актуально. То есть мой список соответствует? Ну, отчасти соответствует вашему? Отчасти, да. Заир Бей. Я здесь такой акцент на свадьбы не делал бы. В принципе, это текучка. Свадьбы, дни рождения, поэтому здесь не делал бы акцента. Все остальное, в принципе, да, с этим согласен. Свадьба у нас часть нашего контента, особенно молодежного, поэтому мы, собственно говоря, но не об этом, согласна с вами. Энвер Бей, ваш список новостей крымско-татарских. Я тоже думаю, про свадьбы, я думаю, крымские татары всегда со свадьбами, поэтому это не та актуальная тема, о которой можно говорить, а остальные все абсолютно актуальны. Каждый имеет свое право на обсуждение, на существование. Да. Энвер Бей. Я также согласен и с ведущей, и с коллегами. Еще добавил бы, наверное, коронавирус все-таки. Но мы тут обозначили крымско-татарские сводки пандемии. Значит, полностью все совпадает. Давайте поговорим о других не менее важных вопросах. Я бы хотела поговорить о о выборах, которые прошли в том числе на территории полуострова. Но говорить о выборах я бы хотела не в контексте, скажем так, каким стал парламент Российской Федерации, не в контексте, кто туда попал, кто не попал, а в контексте место крымско-татарского вопроса сегодня в Крыму и в целом де-факто, скажем так, в Российской Федерации. Да? Мне кажется, как бы мы ни относились к этому процессу избирательному, как бы крымские татары, какие бы чувства не проявляли, да, к этому процессу. Раньше мы уже говорили, обсуждали с нашими спикерами о том, что и с нашими гостями о том, что у крымских татар есть свое отношение к власти, и оно часто определяется недоверием. Да? То есть крымские татары не доверяют власти, и поэтому, возможно, поэтому не участвуют в этих политических процессах. Так вот, крымско-татарский вопрос сегодня, здесь и сейчас, имеет региональный, как мне кажется, и международный такой контекст, или измерение региональное и международное. Насколько вы согласитесь с такой моей мыслью? Заира. Говорить о том, что сегодня крымские татары представлены или не представлены, просто есть общая тенденция, да? Когда идет борьба за мандаты, то есть это гарантия своей безопасности, да, гарантия сохранения бизнеса. И за это место под солнцем идет жесткая конкуренция. Поэтому там никто в этот раз не задавался даже целью, чтобы крымские татары были представлены, давать места в проходных списках или хотя бы гарантированно на мажоритарный округ выставить крымского татарина и отработать на него. Никто этим не задавался, потому что сегодня крымских татар вообще не хотят видеть. Не то что во власти, в Крыму. И об этом
можно говорить еще не только в контексте выборов, да, но и в контексте, как вы говорите, фейковое письмо. Я его фейковым не считаю. Вначале Аксенов позволяет себе говорить, не нравится кому-то, может уезжать. Мы об этом чуть позже поговорим, да, отдельно. Да, я об этом хочу сказать. А дальше то, что выборы были нечестные, сегодня даже в конце концов, после того, как ходил туда коммунист главный российский, встречался с Путиным, вроде все было хорошо, а теперь он написал письмо, оказывается, не все очень хорошо, не очень хорошо, и оказывается, трехдневные выборы – это ненормально, а электронное голосование – это вообще поле для махинаций. Поэтому... Нас не интересуют, скажем так, подробности, да, нас интересует, где крымские татары и вся эта внутренняя политика. Да? Крымские татары нигде. Потому что если первоначально... Вот как раз это показатель того, что если первоначально хотели где-то с крымскими татарами взаимодействовать, там заигрывали, сейчас никто этого не хочет. Сегодня крымские татары просто... скажем, такая обуза и помеха в Крыму, продолжать дербанить Крым, уничтожать его природу, историю, культуру. Поэтому крымские татары не должны быть во власти, по мнению тех, кто сегодня у власти. И они делают все, чтобы крымских татар не было. Джамиль-бей, у меня такой вопрос. Насколько это встречно-обоюдное желание или отношение друг к другу? Да? Вот такая вот неприязнь и непринятие, да, вот таких вот политико-правовых отношений, да, в контексте де-факто власти в Крыму? Ну, во-первых, я бы изначально хотел бы не согласиться с вашим утверждением, что есть какая-то консолидированная позиция всего народа. Народ представлен разными группами, и от явно проукраинских, прям там радикально проукраинских настроений до радикально пророссийских настроений, которые считают, что в России у крымско-татарского народа есть свои перспективы, есть свои шансы, которые мы в какой-то мере не используем для становления на ноги и для развития. Поэтому говорить о том, что крымские татары вот как некое такое вот однородное такое сообщество, которое по приказу какого-то одного человека или одной группы будут голосовать за или против, идти там по одной дороге или по другой, я бы не стал. Любой народ, а я считаю, что крымские татары — это народ, всегда является носителем различных мнений, различных концепций, различных подходов, и это нормально, это не разобщенность, это признак цивилизации. Ну, дискуссии у нас всегда шли по поводу той или иной тактики поведения. Что касается выборов, то лично для меня это выбор не выбор. Я не ходил на выборы, не скрываю этого. Не потому, что это выборы в рамках юрисдикции российского государства или украинского государства, а потому что мне, как жителю Крыма, как человеку, который считает себя частью крымско-татарского народа, не представили возможность отдать свой голос за человека, который бы независимо, смело, достойно отстаивал бы мои собственные интересы. Не было ни одного кандидата, которого бы я считал, скажем так, ни одного кандидата в проходном списке, который мог бы в той же Государственной Думе озвучить реально проблемы, которые существуют у народа. Вот, и реальные пути решения, который мог бы выступить с критикой власти. Да, пусть он будет там адекватным, пусть он будет... Джамиль-бей, а вы действительно уверены, что в российском парламенте возможна какая-то критика, уж тем более критика по крымско-татарским вопросам? Один мой друг, уже пожилой адвокат, всегда говорил такое, что самое настоящее происходит вопреки. И очень многое, в том числе и в моей судьбе, и я думаю, каждый может найти такой пример, что во что люди окружающие не верили, происходило вопреки. Поэтому я считаю, что нужно делать то, что мы должны делать. Делай, что должен, и будь, что будет. Ну, здесь я вот с вами, возможно, буду
буду вам оппонировать, да, в контексте того, что смелых, эрудированных, отстаивающих интересы крымско-татарского народа, у меня есть сомнение, что они окажутся там. Государство всегда, любое государство будет препятствовать, чтобы не только из нашего народа, из любого. Это противостояние государства и общества. Это всегда так было, не только вот здесь и сейчас. Так, это было и за 100 лет до нас, и при Российской империи, и при Советском Союзе. Всегда активных, смелых, пассионарных всегда давили, душили. Вот поэтому, потому что у нас был опыт в 100 лет. Поэтому это происходило не только с крымскими татарами. Энвер Бей, как вам кажется, где находится крымско-татарский вопрос, где его решение и кто, собственно говоря, субъекты решения крымско-татарского вопроса? Когда мы говорим крымско-татарский вопрос, мы имеем в виду глобальную, да, ситуацию. Ну да. Но прежде чем предъявлять претензии там, тем или иным политическим силам, которые нас не включают там, в проходные части списка там, или нас не включают или мы не хотим? Я всегда уточняю этот вопрос. Я говорю о том, что те политические силы, которые были на выборах, для того, чтобы они нас включили в списки, мы должны сначала это захотеть. Мы — это весь крымско-татарский народ. А мы хотим? А если крымско-татарский народ себя позиционирует сейчас вот, и информационно очень много, как бедный и несчастный, не имеющий силу, то какая политическая сила и какая власть с нами будет разговаривать? У нас сегодня, для нас не секрет, у нас сегодня нет единства в народе. И то, что вы там говорили в начале передачи, что у нас там все консолидировано, нет, у нас не консолидировано. У нас сегодня есть проблемы единства, сегодня есть лидеров того или иного мнения крымско-татарского, общения друг с другом, нету коммуникаций никаких. От этого и наша проблема. Пока мы не выстроим коммуникации друг с другом, пока мы не превратимся в какую-то силу и не покажем эту силу крымско-татарского народа, ни одна политическая сила с нами не будет разговаривать. Поэтому все дело в нас. Пока мы принципиально не возьмемся за то, что нам развивать Крым, и не поймем это, а не плакать и там говорить, как нас везде ущемляют и как нам плохо. А пока сами не начнем менять это в Крыму, никто за нас это не сделает. И пока мы сами не заявим это, никто на нас не обратит внимания. В ваших словах есть интересная мысль про лидерство, про консолидацию, про коммуникацию внутриэтническую, да, и мне тут, переводя свой взор к вам, Энвер Бей, да, ну, вы у нас долго отсутствовали, вас долго не было в публичном пространстве. Как правило, лидерство или власть дают, они не берут, поэтому это все неправильно. Дают или заслуживают? Ну, или заслуживают, да, поэтому здесь я даже не думаю об этом, а то, что вы этот вопрос как бы подняли, я думаю, по-моему, это, может быть, это и вы там его так подняли. Что сегодня Нет, это не я просто посмотрела и увидела, да, поэтому и говорю, Нет, что... Я касаемо, если вы хотите подискутировать на тему вот вопроса, которые сейчас подняли, да, я могу поддержать этот разговор. В каком плане? Я из присутствующих, наверное, единственный, кто 12 лет находился в политическом процессе, дважды избирался и в городском совете, как мажоритарщик, причем на Славянском округе, и побеждал этот округ, и становился депутатом заслуженно. Также я выходил через наш национальный орган и становился депутатом в нашем Государственном совете. Энвер Бей, какая формула крымско-татарского успеха политического? К этому я и хочу сказать. То есть я знаю систему политической конъюнктуры изнутри. Вы сейчас говорите как обыватель. Вы говорите, вот не хотят нас. На самом деле это не так. Объясню почему. Потому что существуют внутриполитические родовые как бы конкуренции. То есть сегодня каждый сам за себя. Каждый хочет получить политическое место, мандат. И поэтому в 2014 году, когда крымские татары в большей массе своей отошли от политических амбиций, они освободили. Произошел своего рода вакуум этого пространства. Это пространство заняли другие, более активные политические игроки, не крымские татары. И на протяжении сегодняшних этих 7 лет уже современного Крыма крымские татары до конца так и не осознали, что не нас не хотят, а мы не хотим. То есть нам необходимо, вот Энвер Бей правильно говорит, я тоже абсолютно согласен, объединяться, форматировать себя как определенную силу политического плана, у которых есть, пусть это по этническому аспекту, да, у нас есть свои проблемы, мы их хотим озвучить, и нам необходимы своего рода
информационные там площадки или порталы. Я считаю, что, на мой взгляд, вот я уже могу себя, как какой-то эксперт с прошедшим 12-летним опытом сказать, что здесь ошибка стратегически, что нужно просто заявить о себе. Не надо говорить, вот к нам не обращают внимания, значит, мы так обижены. Да это ерунда. На самом деле на обиженных воду возят, уже давно сказано. Мы в этой ситуации должны позицировать, проявлять свою... наверное, мы с ведущей все-таки должны согласиться. Она, наверное, имеет в виду, что власть и государство в том числе должно повернуться к крымским татарам для того, чтобы они шли на эти избирательные участки, хотя бы свое пассивное право использовали. Наверное, как бы... Люди не мотивированы. Да, сегодня нужно как крымским татарам повернуться к государству и к власти, так и власти нужно хотя бы немножечко повернуться, и здесь можно это идеальная история. Да, здесь можно согласиться. Давайте не будем идеалистами. Я считаю, смотрите, можно всегда идеализировать ситуацию, но надо делать погрешности на вот то сопротивление внутриполитических родовых каких-то там войн. То есть сегодня, сегодня мандаты... До 2014 года крымских татар было 1000 плюс депутатов разных уровней. Сейчас нас даже 500 нету, там 300 с чем-то. Почему? Потому что мы сами подождите, я не договорил. Эти места уже кем-то заняты, поймите. И теперь, чтобы эти места, по сути дела, на них претендовать, теперь их никто нам не дает. Теперь нам нужно их с позиции отрицательного минуса завоевать. И, по сути дела, завоевывание может произойти только после консолидации, после заявки нашей активностью, показать, властям, я уже повторяюсь, властям, что мы готовы, мы хотим к диалогу. А так нам никто не принесет. Я вам точно говорю, никто крымским татарам на блюдечке ничего не даст. Эти очки надо снять и выбросить. Я вам говорю как человек, который точно понимает, как система власти работает, и понимая, что ресурсы, они не безграничны. То есть на наш, так сказать, пряник все равно найдется род, который хочет его съесть. Мне казалось, что наш пряник должен быть неприкасаемым. Это мы хотим так. Это максимализм. Я тоже так хотел бы. Но его никто нам не даст. Вот здесь, когда мы говорим о ресурсах, да, происходит странная ситуация. Никто крымских татар по национальному признаку не освобождает от оплаты налогов, да? Так. Я даже не буду нигде работать, но я все равно пойду в магазин, куплю хлеба, куплю продукты, там еще чего-то другого. Там уже сидит налог на добавленную стоимость. Я уже содержу эту власть. Был у нас в Госдуме депутат Руслан Бальбек. Элементарный вопрос, который он хотел решить, но он действительно хотел решить вопрос, да, с топонимикой, хотя бы даже параллельное использование. Что получили в результате? Ничего. Просто полностью проигнорировали, да? То есть это показало, что результата никакого. Там просто все игнорируется. Почему? Сегодня вместо реки Карасу появляется Карасевка, вместо Аюдак мишки, шишки, я не знаю, что-то еще новое вырастает. Поэтому сегодня мы видим еще и другие вещи, да, когда, опять же, уничтожается и флора, и фауна. А вы что сделали для того, чтобы это изменить? Вот, понимаете, мне я об этом говорю. Я об этом говорю. И за это меня, например, преследуют, да? А ведь надо же сказать... Как преследуют? Сегодня демократия. Сегодня можно сказать свое мнение. Сегодня вот мы дальше будем говорить о нашем друге Наримане Джелялу. Вот как раз таки. Мы можем бесконечно долго говорить о том, как плохо, но мы все-таки... И это нужно делать. Это нужно делать. Должны быть люди, которые должны озвучивать проблемы. Но должна быть консолидированная позиция и, скажем, деятельность национальной политической элиты для того, чтобы выработать механизмы, которые позволят сделать нам эти проблемы решить. Нужно не говорить не только о том, как плохо, но и о том, что нужно сделать для того, чтобы было хорошо. И нужно делать. Вы понимаете, надо переходить от слов критики к словам, что делать, к действиям. Сегодня основная проблема крымских татар – мы ничего не делаем. Хорошо, для того, чтобы жить лучше. Я приведу вам такой пример. Надо для этого просто мы хотим, делать. чтобы крымско-татарский язык был доступен нашим детям в школах. В итоге наши родители бьются, пишут заявления, призывают на помощь юристов, адвокатов и так далее. И лишь в небольшом количестве случаев это дает какой-то эффект. Государство, по крайней мере, де юре обеспечивает это право, но де-факто нам его реализовать практически невозможно.
Мы не боремся? Мы боремся. Чем Значит, нам система отвечает? Ну, значит, не до конца правильно боремся. Нет, подождите. Мы боремся нормально. Я знаю, там, где хотели, там добиваются своего. Есть школы, где добиваются своего. Вот именно, добиваются. Я сейчас не о школе, нам право гарантировано. Нам право нет. гарантировано. Почему мы его должны добиваться? Вот в чем проблема. Есть конкретное материальное право, а есть еще определенная процедура реализации этого права. Да. И определенный путь, который нужно пройти для того, чтобы Его это нужно- право Да, и в отношении отстоять. крымских татар этот путь становится в 3 раза длиннее. Почему? У меня такое вот ощущение. мы, допустим, считаем, что для крымских татар, вот скажем так, особый угол. А сейчас начнешь разговаривать с другими жителями Крыма, русские будут говорить, что они самый ущемленный народ, украинцы будут говорить, и армяне будут говорить. Я думаю, не стоит. Вообще, вот так Вот национальную опять, картину если мы расстроить. в тему языка, да, я не скажу, что вот были 3 депутата, да, в Госсовете. Ремзи Ильясов, Идиб Гафаров и Линтун Безазиев. Причем я знаю, что Ремзи Ильясов пытался разработать они вносили и проект утвердить закона, закон о языках. Не получилось. Не получилось. Если был проект, то мы объединились вокруг этого или нет? Тот же Ильясов, он почувствовал поддержку народа или он почувствовал слова «зрадник» и «садхан»? Вот давайте исходить из этого. Давайте исходить из немножко другой ситуации, да, из того, что это прописано в Конституции так называемой Крыма, и это право гарантировано. Я еще раз говорю, да, Джамильбей, может быть, вы меня поправите с юридической точки зрения, но когда это право гарантировано, оно может реализоваться, ну, буквально там, я не знаю, каким-то заявлением, правильно? И без дополнительных каких-то процедурных усилий, насколько я понимаю. Я к чему это говорю? К тому, что если нет политического согласия по тем или иным вопросам, то вряд ли можно ожидать какого-то результата. Даже какое политическое согласие нужно, если вносится закон о языке? Какое политическое согласие нужно? Вот я и спрашиваю. Оно сразу какое должно политическое быть. согласие? Там не нужно согласия. Это Так уже по почему тогда он не умолчанию. был принят? Так это по умолчанию мы все должны быть согласны, и вокруг того, независимо от фамилий и имен, По кто... умолчанию не мы должны быть согласны. По умолчанию депутаты должны были проголосовать и принять этот закон. нас- По умолчанию, потому что это гарантировано Конституцией. Мы 30 лет, там даже и больше, те, Мы сейчас которые не больше будем живут в говорить о Крыму, 30 мы лет. всегда боремся, а без этого никак. Ну, это часть нашей жизни. Конечно. Это нормальная часть нашей Поэтому жизни. мы должны поддерживать друг друга, независимо от фамилий, когда есть какое-то благое дело. Ну, этот тезис, конечно, имеет право на существование, но я уже не раз говорила, но и буду повторять еще раз, что на сегодняшний день пока что крымские татары в сомнениях по поводу доверия либо недоверия существующей власти. Отсюда и все проблемы. Да? На сегодняшний день у нас будут навязываться ярлыки просто потому, что поход во власть – это репутационная издержка. Именно поэтому не каждый туда решается идти, именно поэтому каждый, кто туда решается идти, сталкивается с некой критикой и так далее, и так далее. Почему? Потому что нет реального результата, нет реального эффекта от участия. Да? Поэтому, собственно говоря, вот такая реакция извне, у нас извне еще этой власти. большая проблема произошла, понимаете, политическая профессиональность народа, да, так назовем ее, так грубо, она зависит от той преемственности поколений политиков, которые передают из поколения в поколение опыт политических процессов и так далее. У нас же произошел разрыв. Понимаете, до 2014 года была сформирована определенная элита, потом лидеры этой элиты исчезли из пространства крымского. Не исчезли. Нет, я хочу сказать, с точки зрения... Нет, подождите. С точки зрения... Они отсутствуют. С точки зрения присутствия в крымской реальности. И вот, правильно юрист понял меня. То есть с точки зрения присутствия, я же говорю о преемственности. И вот этот разрыв, он и явился определенной сложностью, когда сегодня есть молодой, перспективный, интересный человек, но он не имеет политического опыта, а у него есть нет стремления. А подсказать ему, посоветовать некому. Имеем, Энверби. Нет. Я к тому говорю, что в этом плане есть люди, которые могли бы и большее, допустим, на большее претендовать, а подсказать, помочь некому. И вот я это вам объясню, тоже в чем потери проблема. наши. Я потери. объясню вам, в чем проблема. Потому что раньше мы это все осуществляли в рамках конкретных наших этнических институций, где происходила такая своеобразная политическая социализация, и наши будущие, скажем так, представители,
лидеры и все претендующие на ту или иную долю публичности, они, собственно говоря, там оттачивали свои навыки. Сегодня этих институций нет. Ну, вот тоже это минус для нас. Это тоже большой минус. Это не для нас минус. Для крымских татар. Это не для нас минус. В том числе и для нас. Сегодня этих институций нет, других не случилось, Да, вот другим не стали доверять. Нету другого чего-то. По разным причинам они исчезли из политического пространства. Это отдельная тема разговора, можно об этом говорить долго и нудно. Но тем не менее, факт остается фактом. То есть нет институций, которые готовили бы политическую элиту, интеллектуальную элиту и так далее. Я имел в виду, что у нас на сегодняшний день мы не имеем. Вот сегодня все с нуля. Все с нуля. Я в свое время от Заирбея учился каким-то, может быть, политическим поворотом, который он в свое время, там, как член УКНД, я был в этой в свое время политической структуре и учился от него. И мне есть что сказать, да, Саунас, где-то они мне подсказывали. А сегодня я не представляю, что делать более молодое поколение. Вот здесь вот я с вами соглашусь, да, что нам нужна вот эта преемственность, а нас ее лишили, как минимум. Да, нас ее лишили. И пока что, судя по всему, мы не готовы создать некую силу, которая вот удовлетворяла бы интересы всех сторон. Давайте немножко перейдем к другому вопросу. И когда мы говорили о доверии, недоверии власти, мы, собственно говоря, я имела в виду в том числе те сложные вопросы, с которыми мы сталкиваемся в публичном пространстве. Да? Сентябрь у нас оказался такой эмоционально загруженный. Почему? Потому что в сети обсуждалась тема некого обращения, некого господина к Аксенову о том, что вот в этом обращении прозвучали фразы о том, что крымских татар нужно лишить их каких-то имущества, их земли забрать у мечети и так далее. Зачем вы этот вопрос поднимаете? Мне кажется, это вообще не стоит даже выеденного лица, потому что это по всей видимости, какая-то провокация, и которую мы дальше здесь должны... Я не считаю даже... Я поднимаю этот вопрос, потому что он получил большую публичную... Он получил большой резонанс. Но был ли, значит, кто-то заинтересован в том, чтобы этот резонанс был? Просто я лично никакого комментария по этому поводу не давал и не вижу смысла, потому что я считаю, что это пустая история с точки зрения... Кто-то ее просто как фейк придумал. Потому что, будь это реальная история, я думаю, правоохранители бы уже давно по этому поводу сделали бы молниеносные какие-то корректировки. Сделали, Джумильбей, правоохранители? Насколько я знаю, ведется расследование, устанавливается, откуда было направлено это письмо. Мы прекрасно понимаем, что это такая политическая технология для того, чтобы расшатать... В выборном процессе, когда был перед народ, выборами, вот именно такой ход. Ну, скажем так, просто отметать это в сторону я бы тоже не стал. Потому что... поддерживать. Почему? Потому что мы... И вот, допустим, лично для меня, я считаю, что общество и представители нашей национальной, интеллектуальной элиты, по крайней мере, тех, кого я считаю таковыми, придали этому письму излишнее такое большое внимание. Вот я прочитал, какой-то сумасшедший написал, и все. И что теперь я бред каждого городского психа буду комментировать? Хорошо, раз вы заговорили... Нет. Позвольте, я немножко другую цитату вам предложу, а вы скажете по поводу городских психов и так далее. 8 сентября 2021 года, 9:03 утра, программа «Утренний Мардан». Сергей Мардан, Дарья Платонова, Дима Стешин. Да, я слушал это. Да. Татары 70% были против возвращения Крыма в состав Российской Федерации. И татары, наверное, получили больше всех от этого возвращения Крыма. Уже 1 апреля был закон о реабилитации сосланных народов. Они получили какое-то оглушительное количество легализованных самостроев, если помните, везде. Я немножко пропущу. И вот начну и продолжу цитату в следующем. «И в ответ мы получаем такую вот черную благодарность, которая, как мне кажется, всего лишь негативно характеризует крымско-татарский народ, да и отсылает нас к 40-м годам, когда народ весь был подвергнут коллективным репрессиям». У меня вопрос. Вот мы как бы уже не вернемся, наверное, в 44-й год к коллективным репрессиям. В этом нет никаких сомнений. Ну а как российская власть должна реагировать? Они считают, что они купили лояльность крымских татар или нет? Это цитата... Вопиющее интервью. Конечно, мы все возмущены этим. Но давайте на эту ситуацию посмотрим по-другому. Человек имеет право на собственное мнение, он его высказывает. Пусть это абсурдное, пусть это мнение такое с нашей стороны аморальное. А что мы делаем?
вот в моем понимании адекватный ответ – это участие в такой же передаче. Участие, наш голос же нигде не звучит. Нигде, ваш голос звучал, если не ошибаюсь, как эта передача называлась, в Москву вы ездили? Ну, это было впервые. Ваш голос прозвучал там. Я там один, я приехал туда впервые, и я на самом деле не был готов. Но даже то, что говорилось, и говорилось впоследствии другим человеком, который имел больше опыта в этом, возымел свой эффект. А сейчас мы не представлены. Вот Инвербей, там, Зайрагай, там еще другие 5-10 человек, активных людей, которые бы на федеральных СМИ отстаивали бы нашу точку зрения, высказывали бы, были бы нашим голосом, они бы влияли на формирование общественного мнения и в том числе на принятие конкретных политических решений в отношении нас. Но мы нигде не представлены, мы нигде не говорим, естественно, говорят за нас. Считаете, что такие вот журналисты, с позволения сказать, как Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда», который, в общем-то, вслух озвучивает некие коллективные, скажем так, санкции по отношению к крымским татарам, с ними можно вести нормальный диалог? Я не говорю, что с ними нужно вести диалог. Нужно просто свою параллельную точку зрения, свое мнение высказывать на других средствах массовой информации. Неси свет, и ночью идет сама собой. Вот как юрист, да? Вы же прекрасно понимаете, что реабилитация крымско-татарского народа как таковой не произошло. Что такое реабилитация? Первое дело – это политическое, то есть восстановление ранее ликвидированных институций, экономическая и все остальные формы. То есть, что мы получили от этого письма, указа от 21 апреля? Ничего. Разработать какие-то мероприятия, еще что-то. Говорят о каком-то небывалом указе о реабилитации. Есть закон о реабилитации, да? В соответствии с которым граждане, крымские татары, которые проживают на материковой части России, они больше имеют льготы и преференции, чем, например, крымские татары, которые находятся в Крыму. Но суть не в этом. Реабилитации не произошло. Нашу государственность, да, то есть все основания, все предпосылки были сказать, ну вот крымско-татарская автономия до 1944 года была национально-территориальная. Восстановить ее. Ее же никто не восстановил. И доверия как такового к нашему народу не было. Но сегодня любой какой-то шовинист может себе позволить любые высказывания, и с ним ничего абсолютно не будет. Это будет то педагог, то будет журналист, то какой-то чиновник. И это все в порядке вещей. Если это сделает Али Вели Энвер Ахмед Мехмед, то здесь сразу ЦПЭ появится, ФСБ появится, весь дом окружат, изымут компьютер, все остальное и зачислят в число экстремистов. То есть почему? Почему это происходит? Почему по отношению к крымским татарам такая тенденция? Если реабилитированы, тогда почему какой-то этот шовинюга позволяет оскорблять весь народ? Теперь меня поразило другое. Мы пришли на апелляцию к зданию апелляционного суда Нариману Джиляну. А здание суда окружили от каких-то бешеных крымских татар. И самое ужасное, что в это время подходит подполковник один и говорит, да вас всех отсюда депортировать надо. То есть это человек при погонах, наделенный властью. Это норма, да? А где нашелся человек, который взял бы и сказал, ну-ка, повтори, и кто-то взял бы это... А зачем? Зачем кто-то должен это повторять, когда есть целая структура, которая содержится за счет наших налогов, которая должна бороться с этим экстремизмом? Давайте начнем с того, что человек в погонах не имел права этого говорить. Мы начнем с того, что мы сейчас реально не сможем доказать, что он это говорил. Нет, вы сейчас говорите как юрист. Вы сейчас говорите о какой-то абсолютной такой стопроцентной справедливости, которая вообще не существует в природе. Мы сейчас говорим не о справедливости, мы сейчас говорим о законе. Я говорю о том, что о законе, о том, что человек в погонах не имел права вообще такого произносить. Вы не можете это доказать. Вот и все. Вот в чем проблема. Вот проблема в том, что крымским татарам надо доказывать. Понимаете, в отношении крымских татар не работает большая часть закона. Доказывать. Можно все-таки вернуться к вашему вопросу, который вы задали? Я вот сейчас доскажу.
мы говорим о справедливости, но мы не говорим о том, что у нас нет механизмов для того, чтобы мы добились этой справедливости. И мы не создаем никаких этих механизмов, никаких инструментов, чтобы мы и не набираемся опыта для того, чтобы пользоваться правильно этими инструментами. Если вы знаете, что кто-то допускает вот такие вот высказывания или какие-то конкретные действия, недостаточно просто говорить, что вот этот человек сделал то-то, то-то. Надо уметь еще доказать. Нужно уметь добыть доказательства, которые можно было бы предъявить в суде, там, я не знаю, на его месте работы. А мы, к сожалению, останавливаемся там на 10% пути. Смотрите, Джемильбей, вот для вас, как для юриста, вот эта логика аргументов мне понятна. Но для меня, как для политолога, эта логика аргументов непонятна, потому что эффективность любой политической системы определяется отсутствием подобных вкидов в общество. Вот и о чем я. Человек, служащий системе, не имеет права на такое. И это не могло быть. А кому он сказал? Одному человеку? Это не важно, не важно. Это не важно. Мы сейчас не говорим. Мы сейчас не говорим. Я сейчас ситуацию обсуждаем. Это может быть тоже выдуманный фейк. Я вам сейчас только что назвала источник радио «Комсомольская правда». И там в прямом эфире говорит ужасные вещи. Соглашусь с вами. А когда-то было в нашей истории, чтобы в нашем представительном органе кто-то выходил к народу и говорил: Джимат, или кому-то конкретному человеку, которого там травили, душили, изгоняли, что за всю эту историю кто-то из представительного органа вышел и сказал: Джимат, я был неправ. Вот в этой ситуации я в отношении этого человека поступил неправильно. Было у нас такое? Как вы на одну чашу весов положили. Почему нет? Почему? Если мы предъявляем какие-то требования к кому-то, мы не, скажем, не хотим те же требования, ту же мерку, те же лекалы примерить к себе. Нет, почему нет? Здесь личная обида, да, я понимаю. Но вы не должностное лицо, да? Когда кто-то это позволил, я не думаю, что... Вот сегодня стоит на это обращать внимание. Будет время, потом отдельно будем разбираться, да, по этим вопросам. Иногда для того, чтобы понять, кто прав, кто виноват, нужно время. Время иногда нас рассуждает, ставит по местам. То есть для себя мы можем... Я хочу сказать о другом. Должностное лицо не имеет на это вообще никакого права. Я хочу эту нашу дискуссию закрыть таким вот, как мне кажется, очевидным тезисом, да, о том, что в отношении крымских татар закон работает как обязанность, а вот в отношении остальных закон работает как возможность. Поэтому мы, собственно говоря, и имеем то, что имеем. У нас есть еще одна тема для обсуждения. Она довольно, скажем так, интересная, на мой взгляд. Тема переписи. Джемильбей у нас в одном из публичных видеообращений был одним из тех, кто, собственно, говорил, что крымским татарам необходимо принять участие в переписи населения, что для нас это будет возможность, и это будет как раз-таки ответом на вопрос о реальной численности крымских татар. Скажу честно, для меня, у меня такое двоякое, скажем так, отношение к этому вопросу. С одной стороны, эмоции, которые продиктованы неким опытом крымско-татарским, да, по отношению к системе, а с другой стороны, интерес исследователя. Да? То есть для меня, я четко понимаю, что эти цифры, и не только о численности, или не столько про численность крымских татар, она раскрывает очень много важных вещей. То есть для меня, как для исследователя, получить эти цифры на руки, это значит прогнозировать ближайшие 50 лет крымских татар и понимать, куда мы будем двигаться. Энвер Бей, что вы думаете по этому поводу? Надо или не надо принимать участие? Поскольку мы в первой части нашей беседы все-таки определились, что нам нужно участвовать в выборах и нам нужно избирать... Нет, мы не определились. Мы не определились. Мы определились. Каждый высказал свое мнение. Хорошо. Когда есть возможность выбора и реальная кандидатура. Да, и мы должны избирать своих депутатов и работать во всех представительных органах. Опять это ваша точка зрения, то если мы избираем или избираемся туда, то этим депутатам мы должны дать инструмент для работы. Как раз эта перепись, она ляжет в основу того инструмента, это официальных статистических данных, которые обобщает статистика, и он, апеллируя теми или иными данными, наш депутат, у себя на округе, там,
либо республики в целом, сможет ставить те или иные вопросы. А где нам нужен дополнительный детский сад для крымских татар? А где нам нужна дополнительная школа? Либо у нас нагрузка на тот или иной микрорайон компактного проживания крымских татар недостаточно, мы зная численность, недостаточно объем там, трубы для подачи воды либо газа. То есть это целый ряд, целый перечень задач, с помощью которых можно решать и использовать эти статистические данные. А они без переписи, не проведя перепись этих статистических данных официальных, мы не получим. В Российской Федерации это делается раз в 10 лет. Надо участвовать, надо активно приходить, если к тебе не пришли, заходить электронно и принять участие активно, потому что это и наш инструмент. Да, может быть всякое, но мы должны своими действиями предупредить это. Понятно. Энвербек, как вы думаете, надо ли крымским татарам принимать участие в переписи или нет? 100% надо. Это первое. Почему? То есть, коллеги уже сказали, я приблизительно для себя все равно считаю, это надо как-то обобщить в такие группы, почему надо. Первое. Власть сегодня, как нормальная система, обязана бюджетировать. Да? Вот сегодня Крым, есть жители Крыма. Нужно знать, сколько там живет людей вообще, в частности, имеющие те или иные какие-то потребности. Поэтому любая статистика фактически она дает возможность экономистам, которые могут что-то спрогнозировать. Дальнейшая тенденция нужна. Вот было в 2014 году, стало в 2024 году. К примеру, нужно увидеть динамику, какой идет прирост. То есть это тоже социология, которая требует факты для того, чтобы спрогнозировать развитие, как вы сказали, каких-то социально-экономических изменений в том или ином регионе Крыма. Поэтому перепись в априори она нужна. Просто мы забываем еще о другом, о том, что прошлая перепись в 2014 году, она, конечно же, создала определенный, напряжение в чистом... давайте назовем это. Люди отнеслись скептически, потому что не поверили, да, тем цифрам. Может быть, даже это разное. Я не хочу вдаваться в суть неучастия достаточно. Но сегодня нам сложно. Нам сегодня статистически говорят, вас татар столько-то. Нас на самом деле это другое количество. Мне кажется, нам важно о себе заявить, сказать, что вот нас столько-то, нас столько крымских татар, нас столько говорит на крымском татарском языке, читает свой родной язык крымско-татарский, и дать возможность экономистам, статистам, социологам, политологам иметь почву для карты в руки, да, чтобы дальше заниматься развитием региона в целом. Заирбей, ваше отношение к переписи? Я возвращаюсь к истории переписи. На Руси ее начинали для того, чтобы узнать количество крепостных. Потом второй вопрос, который поднимался, это количество податей с этих крепостных. Дальше 1897 год, да, перепись. Она более-менее такая была, скажем, объективна. А 20-й год. Перепись, продразверстка, Голодомор. То есть накануне катаклизмов каких-то проводится перепись. 1937 год. Опять. 1939. Опять негативный. Вторая мировая война. То есть, а что может быть за этой переписью? Я смотрю... Подожди. Вот давайте... Человек есть право на свое мнение. Вот смотри. Вот расписано, да? С кем живешь, как живешь. Такие некорректные, неэтичные вопросы забиты. Там в этой части... Для того, чтобы узнать количество крымских татар и некоторые вопросы, я здесь как раз, может быть, сторонник того, если не хотят они так, тогда мы можем и сами это сделать. Уже 21 век, и возможности достаточные. Если только говорить о наших проблемах. Но опять меня всегда настораживает. Для чего? Для чего?
Для того, чтобы узнать, сколько человек можно отправить умирать в Афганистан, в Сирию и еще куда-то, узнать возраст, возможность, состояние здоровья. То есть вы участвовать не будете и пойдете жарить чебуреки, да? Может, Это право, это право каждого человека. Для чего проводится перепись? Смотрите, вот, то, что говорит Заир Агай, к сожалению, это заложено в нашей генетической памяти. Можно к этому относиться с сарказмом, да, вот таким беззлобным, но, к сожалению, это есть. И от этого мы должны потихоньку и отходить. К сожалению, государство создает, скажем, дает поводы для сохранения вот этой болезни. Все эти обыски, аресты, запреты, штрафы, неадекватная вообще политика национальная, к сожалению, дает основания к тому, чтобы вот такие настроения существовали. Я еще озвучу другие, скажем, страхи и риски. Неизвестно, кто и каким образом будет считать, неизвестно, кто и каким образом будет это все контролировать. При стольких количестве неизвестно. При таком факторе, да, при таких факторах, дойдем мы до желанной цели или не дойдем. То есть, да, тут есть сомнения. Но если мы будем сидеть на месте, дома жарить чебуреки, мы точно не дойдем. Вот то, что говорили мои коллеги, которые призывали к участию в этих выборах, говорю, в переписи. Да. Я считаю, что таки нужно пойти. Нужно пойти. Может быть, мы не добьемся, но у нас, скажем, есть шансы. Но если мы не будем ничего предпринимать, если мы будем сидеть дома, если мы будем отрицать все, такая позиция является формой такого национального политического инфантилизма. Мы перекладываем ответственность за свое будущее на плечи кого-то, на плечи России, на плечи Украины, на плечи какого-то депутата, на плечи какого-то президента. Но мы тем самым подсознательно снимаем ответственность за свое будущее, за будущее своих детей на каких-то третьих лиц. Но мы должны понимать, что за нас наши проблемы никто не решит. И даже кто-то считает, что в этом, скажем, нет никакого смысла, что кто-то будет использовать это в таких против нас. Но я считаю, в этой ситуации нужно пойти и Ваша мысль понятна. Надо думать всегда позитивно. Вот стакан, я всегда говорю, вот если налить в него воду, вот он для позитивного человека он наполовину полный, а для пессимиста он наполовину пустой. Поэтому любую ситуацию можно смотреть с разных сторон. И у каждого есть на это право. Но надо не забывать одного. Вот на общехозяйственном варианте, это же чисто хозяйственный формат. Необходимо знать, сколько живет население в Крыму, чтобы все вопросы общехозяйственного экономического плана социально-бытового обеспечить. Ну, то есть это... я не хочу каких-то хозяйственных, таких домашних примеров делать. Ну, каждый домохозяин пересчитывает определенные свои активы. Да? Фактически население – это актив государства. И это, и мы в этой ситуации мы должны просто осознавать как граждане, что это нормальное действие. Не надо из него рисовать какие-то рожки в этом действии и искать что-то плохого. Поэтому, коллеги, тут понятно, каждый из наших земляков может принять свое решение, но призывы, допустим, понятны. Мы говорим, что тут ничего страшного нет. Люди должны услышать разные аргументы. Ну, понятно. Мы попытались в сегодняшней дискуссии представить все аргументы по разным вопросам. Мы остановились на том, что борьба остается для крымских татар основным инструментом, а закон чаще выступает в качестве обязанности, а не права. На этом мы закончим нашу основную часть и перейдем к блицам. Энвер Бей, легитимность или легальность? Легальность через легитимность. То есть сначала легитимность и потом легальность. Çok sağ olunuz. Заир Бей, делегат или депутат? Делегат. Çok sağ olun. Энвер Бей, власть или общество? Конечно же, общество. Джемиль Бей, адвокат или политик? Адвокат. Çok sağ olunuz. Это был проект «Миркес». До встречи в новых выпусках.